Наверное, еще нет и дня, когда кыргызстанцы не вспоминали эти тяжелые июльские дни. Каждый день нас информировали о новых случаях заражения, о новых смертях, среди которых были как молодые, так и пожилые люди. И во всем этом хаосе, когда государственная машина не справлялась с нагрузкой, на помощь пришли добровольцы, которые, жертвуя своим здоровьем и жизнью, помогали всем, чем могли. Кто-то помогал едой, кто-то днями и ночами развозил больных, а кто-то искал и доставлял медоборудование и препараты. Элементарно врачи, да, вот пульмонологи и так далее. Кому куда обратиться? Нет контактов. Это хорошо, кто кого знает, может быть, там посоветует или так далее. Но были же моменты такие, будь начеку. То есть не как в первый раз, да, вот все, поехали, как, что, к чему. Не как ежик в тумане, да, вот, а конкретику поставить, координации и так далее. Вот буквально вот 2 недели тому назад мы даже письмом обратились к Министерству здравоохранения, чтобы они собрали всех, давайте говорим, мы соберем всех волонтерское движение, и чтобы там Всемирный ВОЗ, протокол и так далее, чтобы они, как на государственном уровне, как это все сейчас предподготовки идут. Но, к сожалению, не ответили. Для этого один из медицинских центров Бишкека решила создать площадку для активистов, чтобы волонтерские движения могли обсудить вопросы, касающиеся координирования помощи, ее организации и проведения, так как с каждым днем число инфицированных COVID-19 растет в геометрической прогрессии. За последние сутки выявили 582 случаев заражений, а также за сутки было подтверждено смерть 4 пациентов с COVID-19. Координировать работу, особенно СМИ, чтобы была всегда правильная, нужная информация людям доходила, поняли, да, вот в этом плане, чтобы часто собирались, и вот пришли сегодня активисты, это отрадно, что все отреагировали. Но я думаю, таких собраний это не первое, не последнее, еще дальше мы будем продвигать. В оказании помощи я буду представлять вот эту площадку даже. Медики также не исключают того мнения, что во время второй волны пандемии дети будут заражаться больше, чем во время первой. Однако педиатры успокаивают тем, что в любом случае у большинства детей нет хронических заболеваний. А это значит, что дети будут, как и прежде, переносить болезнь легче и даже бессимптомно. Вот. И вторая особенность, у детей другая иммунная реакция организма. Ведь самое главное, ведь иммунитет играет. У детей иммунные процессы протекают быстрее, чем у взрослого. Вот. И реакция иммунных клеток, он тоже будет быстрее протекать. Это и есть. Вот мы, детские врачи, этим занимаемся, и мы видим. Он будет бурно, и поэтому быстрее будет реакция. И я думаю, и детский организм быстрее будет бороться с коронавирусом. Специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и в общественном транспорте. Айденбек, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.